Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите наш прямой эфир, летний эфир. О, сегодня было очень жарко в костюме, в пиджаке. Когда же я надену шорты свои замечательные? В следующий раз я обязательно надену шорты в эфире. Ну что, дорогие, большое спасибо, что вы включили Саха-24 НВК Саха. Я бы хотел представить наших первых гостей. Вы, наверное, знаете их и не раз видели. Они со мной работали, они мои братья и сестры, можно. Ну, там одна сестра, а все братья. Это музыкальная группа «Куба». Но их сегодня двое. Итак, аплодисменты хотелось бы им. Это у нас Ирина Морарь, если я правильно ударение поставил, а также Роман Никитин. Ну что, дорогие? Никон. Ну, здесь вот так написано было. Ну, да? ладно, давай. Буду просто Рома и Ира буду Да. говорить, хорошо. Ну, давай я все-таки спрошу у Иры, как джентльмен. Подойду вот так, чтобы всем было видно. Сидеть пока не буду. Ира, расскажи, пожалуйста, про свою группу. Группа «Куба». Мы знаем, что вы уже третий год в Да, Якутске. да. Расскажи. Моя группа — это очень такая моя неотъемлемая большая часть жизни. Я их всех очень люблю. Вот. Образовались мы, 3 года назад. Практически случайно я познакомилась с директором группы, с Никитой. И вот он просто предложил: давай, хочешь там попеть в группе? Я говорю, ну, можно попробовать. Ну, образование у вас, получается, есть. Это музыкальная школа. Да, музыкальную школу я окончила, но не по вокалу, а по саксофону. Я закончила музыкальную школу, пела с самого детства, как-то так у меня вся жизнь связана была с музыкой. В детстве участвовала в разных конкурсах вокальных, даже международных. Вот. Потом уже, когда переехала в Якутск в студенческие годы, вот мы как раз-таки встретились, и вот образовалась у нас такая группа. Никита с Ромой, они вместе учились в учебном заведении высшем. Вот, они там встретились, там же Ну, Рома, оттуда... наверное, сам расскажет, он такой скромно да. сидит. В общем, мы вместе учились в ЕИП на юридическом, там познакомились, и как-то так получилось, что нашли общий интерес в плане музыки. И, в принципе, вкусы у нас даже похожие были, и начали играть, соответственно. Все. Потом постепенно нашли участников группы, вот, допустим, Иру нашли. Вот так Расскажи про состав. Состав у нас У вас не 2 постоянный. человека, а то Да, телезрители нас подумают. 5 человек. Вокал — это я. Потом вот бас-гитара Роман. Он самоучка, любитель. Он сам научился играть на бас-гитаре. У него нет профессионального образования никакого, но ему это никак не мешает. Он просто отлично играет. Вот наш барабанщик Кирилл Пастух. Да, наши телезрители могут увидеть. Да, он тоже любитель. У него нет профессионального образования, но ему тоже это не мешает. Он так достаточно хорошо прокачался в этом плане. Ритм-гитарист Никита Горбунов. Тоже он окончил музыкальную школу. Тоже достаточно хорошо играет на А гитаре. также у вас новый, получается, Да, новый в составе участник человек. группы. Сейчас у нас соло-гитарист. Это Георгий Степанов. Он, ну, пожалуй, наверное, один из лучших гитаристов в Якутии. Очень хорошо Очень играет. хорошо играет, он отлично импровизирует. И еще у нас есть один участник группы, Иван Смоленцев. Он играет на клавишных, но, к сожалению, сейчас у него небольшие проблемы со здоровьем. Поэтому мы ему хотим передать большой привет, Ваня. Обязательно, Если ты нас Ваня. смотришь, Мы скучаем по тебе. мы очень скучаем по тебе. Да. Выздоравливай. Выздоравливай. А также, Ирина, я хотел спросить, а первое выступление когда у вас было? У тебя в прямом эфире. А, у меня в прямом эфире. Да. Это была было, если не передача. ошибаюсь. Это 14-й год, конец 14-го года. Мы выступали в прямом эфире на передаче «Добрый вечер» с Петром Говоровым. Вот в прямом До эфире. чемпионата мира по футболу в В Бразилии. Бразилии, да. Вот. И Это ваше первое выступление? это наше первое выступление вообще вот таким составом и сразу в прямом эфире. Прям так. Это большой опыт, Да, между большой прочим. опыт. И я помню до сих пор это состояние прямого эфира. как Шок, это боязнь. страшно, да. Ну ничего, сейчас мы тоже сидим в прямом эфире, Да. ничего страшного нет. У нас уже опыт есть, сколько передач мы уже отснялись. И все-таки плюсы и минусы, Наша работа? конечно. Ну, Я знаю, что вы работаете и выступаете в разных, получается, мы корпоративах, мероприятиях. На Вы абсолютно везде. разных площадках выступаем, бывает всякое. Бывало, что мы выступали... Ну, вообще, минусы какие они могут быть, да?
с профессиональной точки зрения это музыкальное оборудование. Не всегда бывает так, что все хорошо отстроено, что хороший звук, и чаще всего проблемы с этим. Вот бывало, что мы выступали на берегу реки, на песке, где ветер гуляет. Это где, интересно? Это вот мы выступали на корпоративе у речников. В прошлом году. Вот, да, у них было открытие сезона такого, и мы выступали прямо на берегу реки Лены. У нас барабанная установка в песке стояла. Но было очень классно. Необычно, Да, необычно. необычно, Да. и эмоции у нас просто самые Также Рома, замечательные по-моему, остались. извини, да, Ира, Да. Рома что-то хочет добавить, я чувствую это. Ну, было, в общем, весело очень. Ребятам всем понравилось. Все-таки плюсы давай своей работы. Плюсы в том, то, что ты, это, можно сказать, ты прям импровизируешь, нам это все нравится. Мы когда все собрались, мы даже не думали, то, что так хорошо все будет, потому что это как бы с одной стороны работа, с другой стороны и увлечение. В то же время тебе платят деньги, и тебе самому хорошо от этого. И, в общем, нам всем очень все нравится в плане музыки. Людям нравится, мы приходим, выступаем. А кто Всем лидер? веселее. Лидер команды, группы? Ну, скорее всего, это Никита. Да. А так мы все вопросы, допустим, касающиеся группы, мы все вместе решаем. Вместе решаем. Да. Мгм. И вот интересно, а бывают все-таки, это же группа, разные люди, у всех свой характер. Ссоритесь иногда? Конечно, Ну, это бывает, Да, да. бывает. Как же без этого? бывает, но мы всегда стараемся все переводить чуть-чуть с юмором, там, мы можем друг друга там чуть-чуть там подразнить как-то. Вот, ах ты сегодня накосячил, ты плохо сыграл. Ну вот. А так, мы все друзья. Вот это самое главное, что мы все друзья. И мы, помимо того, что выступаем вместе, мы еще и время вместе проводим, и репетируем вместе. Ну, всегда вместе. Практически каждый день видимся. Да, практически каждый день Всегда. видимся, и мы... У нас очень мало конфликтных ситуаций, и дай бог, чтобы их вообще не было. И все-таки Никита, он ваш молодой человек, Да, лидер ну так команды. получилось. Как Вот. это все произошло? Ну вот так и произошло. Он меня позвал спеть в его группе. Мгм. И мы И сначала влюбились. подружились, мы Ага. очень хорошо подружились. Ну и как-то так. Не путаем, дорогие телезрители, Рома Не это не Рома. парень Иры. Да. Я просто бас-гитарист. И вот 3 года существует наша группа, и 3 года мы с Никитой вместе, получается так. Ну, дальше я не буду спрашивать, это Да. ваша личная жизнь. Ну, мог бы спросить, когда свадьба уже. Ладно, промолчим, не говорите, да. Пускай будет секрет. Да, интрига. Интрига. Вы сами пришли, получается? Ну вот у Ромы хотел бы спросить. Получается, у тебя нет образования, Да. а как ты научился? Ну, в Просто общем, взял гитару и начал играть дома? вот можно, получается, так и сказать, потому что я пошел просто в магазин, купил первую бас-гитару, которая мне понравилась, а она оказалась китайской, а я тогда не знал даже, ну, в чем отличие. Начал играть, и потом постепенно В каком понял, году что это было? это было в году 10-м, в 10-м году, по-моему. Вот так. Я просто взял, начал играть, и как-то у меня все сразу же пошло полегко. Первая песня или музыка, Что ты сыграл? которую ты сыграл уже? Это- Блин, Я дома. 180. Это я помню, да. Это, наверное, была моя любимая группа Blink-182. Да. А название песни? Вот название я точно не помню. Ну, явно что-то из них. Да, да. Это получается рок, да, если не ошибаюсь? Это, да, это панк-рок такой легкий. Ну, очень популярный был в начале 2000-х годов. Вот так. А так, свободное время, как вы отдыхаете, кроме музыки? Потому что музыка надоедает иногда, наверное. Это сложно. Мы отдыхаем, ездим, отдыхать. Пикники. Вместе, да, на пикник, на дачу, купаемся в озере, плаваем на Собираетесь у лодке. кого-то дома. Да, собираемся Да. у кого-то Весело на с вами, даче, весело. либо дома. Надо как-нибудь собраться Да, уже. Не... да. Давай, Петя, давай. Конечно же, Петя, конечно. Да, да. А также хотел спросить, все-таки, наверное, и телезрители тоже хотят узнать, сколько стоят ваши услуги? Пригласить на свадьбу, например, музыкальную группу «Куба». Ну, на самом... Примерные цены. Не говорите точно, примерно. Ну, вообще, по идее, от 20 тысяч. От 20, и вы играете 2 часа, час. От 20 тысяч это один блок, 1 час нашего выступления, но Сезон свадеб. мы все понимаем, что не у каждого человека есть возможности, и мы стараемся все равно, мы идем навстречу обязательно, если тем более мы свободны в этот день, мы только за, мы идем навстречу молодоженам, уступаем, конечно же, в цене, потому что нам хочется все равно не оставить никого без внимания, все Да. равно, И нам с вами Поддержать интересно. В как-то, общем, да, всегда и- договориться можно. да, всегда можно договориться. А дальше какие планы, достижения, может быть, в будущем? Что-то, куда-то вы летите в Москву, участвовать в программе «Голос», может быть, еще Нет, куда-нибудь? но нас приглашали в другие города уже.
приехать выступить на каком-то мероприятии, либо на свадьбе, либо на юбилее, но пока мы остаемся здесь. Вот. Пока мы еще не вышли на такой уровень, чтобы уже гастролировать по городам России, но по улусам, считаю, уже можем. Можете, да, гастролировать? Ну все, заказы тогда принимайте. Ну и хотелось бы также узнать, все-таки успех, он вас изменил? Популярность, может? Популярность меняет вас? Нет, наверное, она наоборот заставляет двигаться в том же направлении, и уже мы не можем позволить себе, допустим, играть так, как раньше мы играли, да? Мы могли какие-то там оплошности себе позволить, но сейчас... Не халтурили. Да. Сейчас Но мы играем на мы, качество. Да, мы играем на качество. То есть уже если мы видим какие-то недочеты, мы их сразу же устраняем, потому что мы уже такая группа с опытом, мы себе не можем позволить так. Так, когда, получается, день рождения, когда у вас будет? В октябре? В октябре. В октябре. Отмечать будем? Будем. Хорошо. И на Мы тебя пятилетие позовем обязательно. обязательно. Приглашу. Да. А девиз группы Куба какая? Репетировать и двигаться вперед. Да. Репетировать и Да. двигаться вперед. Да. Да. А что бы вы хотели пожелать, например? Сейчас очень много различных групп, ансамблей. Что бы вы новых, что бы вы им хотели бы посоветовать? Все-таки у вас есть стаж 3 года. Чтобы они не останавливались Да. никогда, ни в коем случае, если что-то даже не получается. Не боялись критики? Да, не бояться критики, не бояться каких-то отзывов не очень хороших. Двигаться просто в том направлении, которое они себе наметили, и не останавливаться. А когда ни в у вас коем будет случае. клип? Клип, Музыкальный клип. ну вот этим летом мы уже планируем снять. Не на свою песню, конечно, мы кавер-группа все-таки, мы делаем каверы на известные композиции. И вот один из очень хороших видеографов, наш очень хороший близкий друг Александр Красновский, вот мы с ним планируем снять видео в этом году, летом, Это где именно будет? в Интересно? Якутске. В Якутске? Да. То есть никуда в Амгу, Нет, Салдану вы не нет, поедете? В Нет, Якутске. в Якутск. Ну хорошо. Ну, дорогие, желаю вам, почему я команду говорю, желаю вам, чтобы вы достигли всего, и чтобы творчество развивалось наверх. Хорошо? Спасибо большое. Высот Спасибо вам, большое. дорогие. Спасибо. Еще раз встретимся. Да, обязательно. Ну что, дорогие телезрители, мы не прощаемся. Встретимся через несколько секунд. Реклама. Ну, большое спасибо, что вы остаетесь с нами. Вы смотрите летний эфир. У нас сейчас в гостях известный гонщик, один из лучших гонщиков Республики Саха-Якутия. Это не тот, который нам мешает спать ночью. Зовут его Валерий Николаев. Что, добрый день. Добрый день. Что, Валера, расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, меня зовут Валерий Николаев. Я занимаюсь гонками, в частности, компьютерными автогонками. Я знаю, что ты участвовал на чемпионате мира по Need for Speed. Да, участвовал в 2008 году, получается. Я занимался киберспортом активно. Удалось стать чемпионом России и вице-чемпионом мира по киберспорту, по Need Ничего for Speed, в себе. частности. Да. Вот наши телезрители могут увидеть. И, в общем... Прокомментируй, пожалуйста, что за фотография? Так, это в данный момент на фотографиях указаны мои соревнования в проекте Nissan GT Академия. В Сочи? Также, да, в Сочи, который проходил. Удалось пройти в финал, который состоял из 32 человек по России. В общем, цель проекта сделать из виртуального гонщика настоящего профессионального. То есть победитель становится профессиональным автогонщиком, выступает за команду Nissan Motorsport в чемпионате мира по гонкам на выносливость. И, ну, к сожалению, в том году я занял только 7-е место и не удалось пробиться на мировой Сколько финал. всего было участие? Так, вообще в отборе по России проходило в онлайне 40 тысяч человек проходил отбор. Я стал 20-м поначалу, сперва по отбору. А поехал потом в финал в Сочи, там уже как бы все друг с другом встретились и гоняли на реальных машинах и на виртуальных, получается. Что для тебя скорость? Как это все возникло? Ты сидел сначала, наверное, пассажиром, смотрел, как твой отец управлял
автомобиля. Ну да, это где-то лет 7 И меня... ты за руль, за баранку автомобиля сел. Ну, да, мой папа в 7 лет, получается, меня садил на коленки, и я рулил машиной. 7 лет. Да, ну где-то в 7 лет примерно, 7-8 лет, еще в те времена начиная. Ну и с тех пор у меня появилась любовь к машинам, и буквально с 10 лет я уже активно начал интересоваться автомобильными гонками, автоспортом. С 10 лет я являюсь страстным поклонником Формулы-1 и болею за одну команду до сих пор. И в общем, то есть я еще с давних пор занимаюсь. Также не только ты, получается, гонщик, у тебя есть автомобиль, который сейчас в ремонте. Да, в данный момент находится в ремонте. Мой автомобиль. Совершенствуешь. Совершенствую непременно. Также у тебя есть еще другие направления. Да, также я еще занимаюсь параллельно с велоспортом. То есть занимался, я в данный момент как бы завершил свою активную карьеру, так сказать. И получается, с 2008 года... Даунхилл. Да, даунхилл — это скоростной спуск. Расскажи, пожалуйста. Да. Просто, может, я-то знаю, да, Да, спуск. Да? даунхилл — это самый экстремальный вид велоспорта, скоростной спуск горы на велосипеде. То есть цель приехать по специальной трассе импровизированной как можно быстрее на время. И, в общем, как бы трасса очень сложная, состоит из различных препятствий, из трамплинов, различных контруклонов, очень скоростная и довольно-таки травмоопасная. Также ты повредил, по-моему, в Сочи, Да, когда участвовал. вот я месяц назад ездил в Сочи, тренировался на профессиональной трассе, которая принимает этап Кубка России по даунхиллу. И, к сожалению, в конце тренировок у меня случилось падение, я упал об скалу всем весом тела. И, к сожалению, у меня там была открытая травма. И меня спасатели оттуда вытаскивали. Ну ничего, все обошлось, я хожу, и, слава богу, обошлось без переломов. Так что, мне повезло. И все-таки ты работаешь еще офисным, извини за это выражение, клерком. Да. Где ты работаешь? Я работаю в коммерческом банке, являюсь главным специалистом валютного отдела. Уже 5 лет там работаю параллельно. Вот, так что я работаю именно по специальности. Получается, с 9 утра до 6 вечера ты на работе? Да, я белый воротничок. А сегодня прогулял работу? Ну, я ушел пораньше, конечно. Пораньше ушел. И давай, самое интересное, все телезрители хотят узнать про дрифт. Также ты катал на авто L1 и снимался в клипе? Да, я снимался самых низов. Со своей командой. Мы снимались в клипе L1, известного рэп-исполнителя. Получается, он ездил за рулем моей машины лично. И, к сожалению, в этот момент, как он ездил за рулем, не попал в сам клип, потому что в тот момент, во время съемок, моя машина неожиданно сломалась, когда за рулем непосредственно находился L1. Появился новый хозяин из-за этого? Да, видимо, машина обиделась, и поэтому она сломалась. И проблема такая очень нетипичная, которая ни разу не была. Что такое дрифт, Валер? Дрифт — это... Вообще дрифт — это управление автомобилем в управляемом заносе, в скольжении. То есть, как бы, это своего образа не гонки на время, а как бы фигурное вождение. Это официально, да, получается? Да, получается, не у нас... запрещено законом? Нет, вообще дрифт по улицам, естественно, он запрещен, но мы гоняем именно в официальных соревнованиях, участвуем, которые проводятся нашей федерацией, и вот они уже проводятся с 2008 года буквально, я участвую с 2010 года в этих соревнованиях, и периодически одерживаю победы и призовые места. Также ты готовишься выступить во Владивостоке? Да, я уже несколько лет собираюсь поехать во Владивосток, никак не получается, но надеюсь, возможно в этом году, возможно в следующем году удастся. А как называется соревнование? Называется Drift Street Legal, а также Russian Drift Series, то есть российская дрифт-серия. Сколько тебе нужно денег, скажи? Чтобы на один этап поехать, примерно около 300 тысяч рублей. 300 тысяч Да, чтобы поехать туда просто, чтобы на транспортировку, на резину, на период, на проживание и так далее. Ну, и надеюсь, ты найдешь машину. после эфира денежную Очень сумму надеемся, и да. станешь победителем. Да, очень на это надеемся. Все-таки у тебя ты многогранен. Ты работаешь, официальная работа Да. есть, плюс еще хобби, увлечение, Да. гонщик, даунхилл, велоспорт.
А в свободное время, кроме этих увлечений, хобби, чем занимаешься? Да, я занимаюсь, то есть отдыхаю. У тебя есть свободное время после Конечно, у меня, по идее, есть довольно-таки много свободного времени. Я отдыхаю, как все нормальные молодые люди. Посещаю, клубы? ну, конечно, куда же без этого. Так, и последний раз какую книгу ты читал? Последний раз я прочитал последнюю часть Гарри Поттера. Я ее прочел в самолете, когда летел в Сочи месяц назад. Также у тебя футболка прикольная. Да, тут Nissan GT Academy — это именно тот проект, там, где были фотографии, и получается... Который мы показали нашим телезрителям. Да. Вот, и этот проект, к сожалению, его уже закрыли для России. Буквально на следующий год после моего участия. То есть я собирался в следующем году поехать и победить все-таки, но, к сожалению, не удалось. Также ты мне говорил до прямого эфира, твоя мечта Моя мечта вообще стать членом команды Формулы-1 Макларен. И мне повезло то, что именно эта команда Формулы-1 будет организовывать этим летом конкурс очень большой среди компьютерных автогонщиков. Будут проводиться соревнования виртуальные, и победитель всех соревнований станет членом команды и будет работать на базе команды в Англии на профессиональном симуляторе и будет помогать пилотам и команде совершенствовать машину именно виртуально. Кто такой гонщик? Гонщик — это непосредственно спортсмен. Это тот человек, который любит скорость, адреналин. Очень... Они опасны ли? Ну, в меру. Нет, именно автоспорт, он сейчас очень безопасен. В принципе, даунхилл, на самом деле, намного опаснее, чем... А что бы ты посоветовал нашим новичкам? Совет. Ну, я бы посоветовал которые стоят на светофорах, ускоряются, я бы посоветовал... друг на друга смотрят, как на форсаже, Нет, и поехали. Я бы посоветовал не гонять по городу и, в частности, в спальных районах. Не в 2 часа, не в 3 часа ночи. Да, не будить людей, не нарушать их сон, спокойствие. У нас есть загородная площадка Усть-Хатын, там можно тренироваться совершенно бесплатно. Ты знаешь и Виталия Петрова, и Данила Пята, да? Да, я их... Как ты относишься к ним? Ну, это, как сказать, такого своего образа, кумиры среди российских автогонщиков. Они пилоты Формулы-1. Виталий Петров сейчас уже в Формуле не выступает, но они с самого детства этим занимаются. У них есть такая возможность просто заниматься автогонками. А в будущем, какие еще соревнования? Может, ты будешь... В будущем, в Наскаре? В Наскаре, вообще в гонках главное бюджет. Если будут $1 миллион, то можно, по сути, хоть куда поехать. Так что, или будут спонсоры, то без проблем можно стать хоть пилотом Наскара, хоть Индикара, хоть Формула. Также до эфира у меня спросили девчонки про тебя и сказали, а он холостой? Да, я холостой. Без детей? Без детей. 27 лет? Да. Ну, дорогие девчонки, выбирайте Валера после эфира. Ну что, дорогой Валера, у нас уже время заканчивается, к сожалению. Я мог с тобой и долго разговаривать. Ну, все-таки, какой у тебя девиз, миссия по жизни? Миссия по жизни — сделать мир более... Быстрее, нет? Более быстрее, тем, кто любит адреналин, что ли, более веселым. Ну, например, после Москвы приезжаешь в город Якутск. Да, и у меня такое, нет, конечно, я патриот, я люблю свой город. Небольшое уныние от качества дорог у меня. Качество дорог? Качество дорог, в первую очередь, да. Добавил бы что-нибудь про это. Чтобы... У тебя низкая машина? Да, у меня очень низкая машина. Расскажи про свою машину, которая готовится скоро. Да, это Toyota Chaser Tourer RV. У него там очень мощный двигатель, где-то мощность порядка 550 лошадиных сил. Например, чтобы... Это примерно мощность, как у суперкаров, как у Nissan GT-R, как у Ferrari 458 Italia, как у Lamborghini Gallardo. То есть, как у Porsche 997. Самый мощный мотор или один из самых? Нет, один из самых мощных. Есть у нас в городе помощнее, но у меня один из самых, в принципе, и мне этого хватает. Ну что, у нас время неумолимо уходит. Да. Спасибо тебе, Валера, что пришел к нам. Вам спасибо. Летний эфир. Мы еще увидимся обязательно и снимем сюжет. Ну что, дорогие телезрители, всего вам доброго, хороших выходных.